А если мы размещаем до конца релиза и даем контент, дайте красивую афишу с логотипами, если она у вас существует. С самого утра ребята изучают маркетинг в соцсетях и на других интернет-площадках. Лектором выступает известный блогер из Пензы Людмила Тимакова. По ее мнению, активная молодежь должна знать все тонкости продвижения личного бренда во всемирной паутине. Журналистика и работа со СМИ – это очень важная история в успешности людей, а у нас здесь талантливая молодежь, поэтому мы решили, что это будет важная история. Участники форума внимательно слушают, задают вопросы, интересуются наиболее оптимальными и быстрыми способами продвигать свои соцсети. Константин Болцат – завсегдатый различных форумов и семинаров. На трассе развития он уже второй раз. Отличительная черта вот именно этого форума – его неформальности. Посмотрите, в какой локации мы находимся. Это самый высокогорный форум России. Да, и он проходит вот в этом прекрасном крае Ингушетия. Вот. Ну и, соответственно, на форуме такое очень интересное сочетание и образовательной части, вот она как раз происходит на заднем плане, и очень интересных активностей по типу стрельбы из лука, мастер-классов ремесленных, да, там гончарная лепка и так далее. География участников обширная. Многие из ребят приезжают на форум уже во второй раз. Неповторимая природа и гостеприимство Ингушетии заставляет возвращаться сюда вновь и вновь, отмечают ребята. Я не первый день и не первый раз на этом форуме, а форум уникальный. Во-первых, это действительно безумная красота, это наполненность, то есть я приезжаю сюда наполниться от рутины, от будней, от тяжелой работы там, и здесь действительно дают интересную информацию, то есть мы здесь учимся, развиваемся, развлекаемся, отдыхаем, наполняемся, и это очень классное место, это очень классный форум. Мне запомнились очень сильно горы, потому что такие величественные пейзажные горы я никогда не видела. В прошлом году, когда первый раз была, я не могла привыкнуть, то, что это не заставка ноутбука, то есть очень интересно тут. Красиво, а люди тут очень замечательные. Я пробывала 3 дня в прошлом году, и мы очень сильно сдружились не только с ингушами, но и с другими ребятами из российских городов. В течение года мы поддерживали связь, дружили и по возможности тоже встречались. Связывает очень интересных людей со всей нашей страны, из разных уголков, и это очень, конечно, приятно и здорово. Природа Ингушетии, конечно же, завораживает, захватывает сердце, и поэтому я уже здесь 7-й раз. Часто меня приглашают в гости, очень здесь нравится. Фехтование, стрельба из лука, гончарное ремесло и ковроделие – это далеко не полный список всех программ и развлечений, подготовленных для активной молодежи. Один из основателей форума на территории Ингушетии, Берт Кульбужев, отметил высокую заинтересованность молодежи. Число заявок по сравнению с прошлым годом выросло в 3 раза. Они, в свою очередь, как организаторы, создали все необходимые условия для комфортного проживания форумчан на территории альплагеря Кязи. Из таких шатров, синих шатров, мы делаем уже какие-то мягкие зоны. То есть тут проходят образовательные программы под тенью, да, где в том числе мы ночью проводим вечером досуговую программу, где проходит там КВН какой-нибудь, или же какой-нибудь конкурс, интересные игры, в том числе там на гитаре поиграть и так далее. И также прячемся от дождей. Форум «Поход» помимо образовательной программы подарил ребятам много интересного и увлекательного. Экскурсии по горным маршрутам, конные прогулки и походы к древним храмам, средневековым комплексам. Идрис Ижиев, Султан Магушков, Новости 24.